Вот с 32 года мы сюда приехали. Вот и врач коневал, как фельдшер вал. Зерно фельдшер вал тени. Забревал совьё, вот как фельдшер вал, вот и врач. Больница, та корпус я заевал. Больница милям стационар. Вигас коркас врач квартиры звал. Сейчас баджимас тени. Больница вал. Кеня милям койкам вал. Кыжвитя мара койка вал, точка не мой. Вот он тени. Ищем вещевано. Койко свал, вань высотон. Вот он родильное отделение энергии миновал. Вот он ми ужам кема. Шел 1898 год. В семье Кузибаевского Григория Векшина родилась дочь. По обычаю ее крестили, нарекли православным именем Акелина. «Окелино?» – переспросила мать. «Да как же так? Девочка, как куриное перышко, а имя Соглоблю». Поднесла к груди, а нежность и подскажи. «Зови Оки». Так и стали девочку звать Оки по-удмуртски, а по-русски Лина. И никто пока не знал, какие испытания готовит ей, этой маленькой девочке, жизнь. Не знали родители, что их младшенькая испытает ад тюремных камер. Не знала и бабушка, что ее внучка, глядя на нее, станет колдуньей. Не знала и сама Оки Акелина, что будет писать стихи, а они станут песнями. Но это потом, лет через 20. А пока босоногая пора счастливого детства. Оки любили. Она была поскребышем. Родилась после 3 братьев и сестры. Несмотря на то, что семья была большой, родители решили учить грамоте всех детей. Правда, говорят, был и другой разговор. Отдадим дочь в монастырь, может, игуменей станет, а то и матерью казначейшей. Но сама Оки мечтала, как бабушка, стать колдуньей. Девочка видела, как она нашептывала какие-то слова над больным, и он выздоравливал. Оки знала, в старом доме в углу у бабушки стоит сундук. Чего там только нет. Она рассматривала корни разных трав, засушенную траву, ягоды, даже кости каких-то животных. «Если я вырасту, у меня будет такой же сундук», — думала маленькая Оки. Исполнилось девочке 9 лет, и отец произнес «Дышицкий мурт, щеньму мурт» и повел ее в школу в село Грахово. Единственной ученицей была из удмурток и успешно училась, начала учиться, не зная русского языка. И по существу она как бы для тех лет была отличницей учебы. Вот. Ну и созрела для того, чтобы
поехать учиться дальше в Карлаган. Это на территории сегодняшней Марийской Республики. Она туда поступила учиться, тоже успешно проучилась. И после сдачи соответствующих экзаменов, после собеседования в Елабуге она стала учительницей. 16-летняя учительница Акелина Григорьевна входит в класс. Учит детей русской азбуке и молитве «Отче наш». Говорит на русском, а думает на удмуртском. И вот в ее школу дошла весть – революция. Долетел до Оки листок газеты «Гудыри». Развернула, а на нем все на родном языке. Статьи, песни, стихи. Оки даже предположить не могла, что стихи могут быть на удмуртском. Хотя есть мнение, что знала, что первые стихи о Шальчи Оки были напечатаны раньше Октябрьской революции. Утверждение, что ее, первую удмуртскую поэтессу, на литературное поприще вовлек Кузибай-Герд, лишь предположительно. Югдур моным чакамия алита жилуя. Январь тулыжей берты сона гаес, айвоеви, войнаиш. Войнаиш и со аслас одигас показания с гоште. Мон январь тулыжей берты гурте, одик напала оли куртамно, мне алабгое ужучан куришканы. Моным чактизы чатишон ужаны и соберем чактизына редакция ужаны шоса. Ожен со примерно луэ февралян пумыс. Февралян пумыс. Вот я соберу кошты, что отын со тросаевал, гужечки все со тросаевал. И мы нам сразу мал панекал диз ожен, а его и ви. Врещен редакция звуса, вайчки асан сузерезла шальчо килы, гужева маркина шуса, потому что ческама демёсток тросаевална. Вот со февралян пумас выезд, и уже марте шальчоки печатла на решетке в бурьюсе. Ожен веран богатичко мы, то есть Шальчи Окиес, шом чектон шутис, нырщи перокутитис, шом гожачкон перокутитис, солен агаес айво иви. Собери сос помещики за герден, дастям сати ареек, но кояму додичко, совалали октябрь толеже, кукерчит житищеслен сязы, бачи муча волостин. Именно там, на съезде учителей, приметил Лину Векшину Кузибай-Герд. Говорят, она однажды получила от него письмо. «Я нашел тебе псевдоним. Ты будешь Акелина Зор. Согласна?» Она ответила: «Акелина Зор – это хорошо. Теплый благодатный дождь. Но на наших лугах есть неприметный, тихий цветок – Ашальчи, зубровник. Если нужен псевдоним, я буду Ашальчи Оки. Но это будет позднее». Шел 1919 год. Молодую удмуртскую учительницу ждал рабфак, а после – университет. Она впервые открыла для себя множество наук – химию, алгебру, геометрию. С удивлением слушала лекции о четвертом измерении, участвовала в антирелигиозных диспутах. У нас семья была очень религиозная, особенно родственница. Моя тетка, сестра отца, у нее семья была зажиточная довольно. Ну, у нас средняя, это моя крестная мать была. Тоже мой вал, здесь вался тоже. Провожать она меня пришла на рапаку, я еду на каникулы, приезжала зимой. Пришла провожать, по обычаю, говорит, вай табре, бысячком, но потом мне шуэ киросапая. Ну, бысячки не маравал. Надо это сказать, а? В молодости такой бываешь прямолинейный. Разве можно так сказать было? Ну, бысячки не маравал. Взяла, да пошла. А они обе заревели, мать и крестная мать. Вот учи, говорит, детей, они порушны. Самая тяжелая жизнь ее прошла
в дни учебы в Казанском университете. В Проглоде она училась первые годы, после того, как она стала студенткой университета. Сначала ведь она хотела на филологическом учиться, она вообще-то уже начинала учиться, но буквально переориентировалась, сориентировалась и решила, что ей надо все-таки учиться на врача. Казанин шецке, чулкак щутем, тырнатощ, адямёс шишкаку, чукнасыл сасо, ульчая потевлем. Это были действительно очень трудные времена. 21 год. Голод по всей стране. Пуд соли в Ижевске стоил 5 миллионов, а паёк, который выдавали, был мизерным. 10 фунтов кукурузы, 10 фунтов пшеничной муки, 3 коробки спичек и фунт конопляного масла. На первом курсе Ашельчиаки начала курить. Так меньше замечала голод и запах трупов, говорила она сама позднее. Но и это она бы снесла, если не унижение. На экзаменах профессор, не скрывая своего пренебрежения, говорил: «Зря учишься, из удмуртов врач не получится». Я наревелась на факультете. И 3 года все собиралась уйти. Анатомия, она очень скучная наука. Ее надо еще зубрить, ведь она так не идет. Нудная. Это кости, скажем, штук 250. И у каждой кости название 10 до 15 до 20. Всякая дырочка, всякая такая выемка. И все это по латыни надо вызубрить. Но выдержала. Осталась. Кроме учебы, находила время для художественной литературы. Благо в городе была большая библиотека. Говорят, «Овод» перечитала 12 раз. С автором Лилиан Войнич даже переписывалась. Любимыми поэтами стали Александр Пушкин и Сергей Есенин. Позже, будучи дипломированным врачом, художественно декламировала их стихи. А в 1925 году от казанского студенчества она поехала в Москву на похороны Сергея Есенина. Сама Ашельчиаки писала: «У большой дороги белая береза. Это стан стройный, гибкий и красивый. У прохладных речек шелковые травы. Это мои косы, пышные, большие. В желтой ржи волнистой васильки, как глазки. Это мои очи, синие, как небо. Под горой высокой ручеек хрустальный. Это будут слезы, пролитые мною». Это стихотворение вошло в первый сборник первой удмуртской поэтессы. Он назывался «Щурес Дурын» – «У дороги». Ох, как нелегко далось его издание. Комиссия рассмотрела стихи и сочла, что они не соответствуют политическим требованиям молодой страны. Помогли руководители Удмуртской автономной области. По просьбе Кузибая-Герда свое заключение написали Тракай Борисов и Иосиф Наговицын. Соужута сыче социально-политической юанью стоит. Сова катей соучте удмуртно кошнолеш, что мы пош дунезе. Хотя первый колбоёсыны за Ашельчиаки при социальной тематике сонимашкевал рак юэмс бтт, с чедер вариантом потис собере каризини вина юэмс бтт шоса и юиздорын. То есть Ашельчиаки гожьяс
Муртнул кышыно шариш кычасо югдурунула шуса, сон ленныкчо правое завел, картез юсо жубишке, пинал юсыще кыт будо, сычевал как первый колбур юсыз, соберейсо гожан куцкиз яратон тематике звалтешлый шуса. Яра шальчо килен сыче, что мы как раз лирико-драматической интонации, то есть со драматизировать карсавич матиз яратоне, что мы да, тоне яраты шутем луи, одигесон колбур сыче, валтиш мылкыдысон яратон лирика излен, конечно, революционный вакыте, что из сыченок что кулавел, бардичный яратон шариш, гне вераш куле, вырулон лештиш, кинете, что мы вырулон лештаны, воштын тадунези и так далее. Марбурдын ашачу килен кубрюсызлен кужемес. Мон малпачко нырышик солен кубрюсыз бордазык испо асселен окшоры ломензы. Но окшоры шуса солен кубрюсыз мур философию, мур пуштросоеш, мур философиес. Отын удмурт нылкышнолен Вань, шум потом не сызно, шумочку не сызно, верамын. Я глупа была раньше, когда дождик сквозь солнечный луч тонкой сеткой струился сквозной, а на небе, как пояс цветной, дуга-радуга вдруг расцветала. Я бы платье такое соткала, так мечтала я раньше. Ах, глупа, я глупа и теперь, когда слышу я шелест весны, вижу сны, рой обманчивых снов. Верю снова я им, отвечаю на зов, забывая всю горечь потерь. Счастье все впереди, говорю, жду чего-то, горю. – 1928 был насыщенным для Ашальчиоки. В этом году был издан ее второй сборник стихов. В этом же году она получает диплом врача-офтальмолога. Лину Векшину, теперь ее будут знать именно под этим именем по паспорту, направляют в село Юкаменское. Врачей по ее специальности не хватало, а в Удмуртской автономной области свирепствовала трахома. Она целиком отдается медицине и семье. И логичен ее первый вопрос после рождения первенца сына. А глаза? Есть у него глаза? И какое же было облегчение, когда стало понятно, что сын, Валерка, родился со здоровыми глазами. А трахома продолжала зверствовать. Семья решает переехать. Лина Векшина выбирает самый неблагополучный по заболеванию глаз район – Алнашский. Первый рабочий день в Алнашской больнице прошел крайне неудачно. Ей выделили кабинет, было много больных, но весь день она так и просидела одна. Никто не хотел к ней идти на прием. Все шли к другим докторам. На вопрос, почему не к ней, ответили: «Ты своя, деревенская, и, значит, знаешь не больше нашего». Лина Григорьевна нырысе помешканы кылдес первой классы джетскин мыныкым. Ажло, но Алина врача тазалке ушка советовала ведь. А Лина Григорьевна еще щенец проверять каравал. И мы нам щеньмы траховаем вишены куцкем. Вылешелен щеньмы вишевлем трахомаем, и мы немного кушки. И вот буде срок из бардеса поки катеджен. Но ветли янатыны содоры, чаляк янаты согыгне куцкем валбере. Но сойзеок вунетишка воштизы укол пуктыса. Аликена вышло за тодышкона. Вот сейчас помешкон мы нарушать язык орчиз. Медсестра Лусамантини удмуртойма вашен ужай. Вот они янаты валсо, медпунтаник. Исрезе беше живе волса увидарня локпо. Янатса собре бокша кылан ветлис. Буде сарня. Первый мон возен кылазно, мон петон возен укыла. Мон пе абршак ужашко, тамак скевалок. Суретini минберен, шакен монисо, мешаке трыса. Акушерское вот тысаков дашкывал.
Ну, Лина Григорьевна лешмон пизет одышко. Бисойнок вахтагес школа инжецкий мэн немыз Валерий вал. Ту жаль соно уланыш кошки зине. Кычабон, мой джецкий вал со пизе. Угьянашки вал, что со врачлен агрономлен пешса, ми колхозникнул пиос бере. Но улемьям малпашко со Валерик ту жаль поте. Малы. Мал кешуоно сва анаенез чошке маик улынына скылды. Нырышик, Лина Григорьевна гуртьосты ветлевал, арняен кыласа, вещищёсты янатыса. Валерик или папаяныз, я кенькено няняка дёсын кылевал, домработницу сын изоведь. Семья, в конце концов, привыкла, что ее постоянно нет дома. Сама Лина Векшина смеялась. В районе меня узнает каждая собака. Когда захожу в чей-то двор, ни одна из них не лает. Перепеште пожаешь, уевал. Нигде де почтай, нижели поштенко севал. Оличук да собой мон се ужакас. Верашкиш, батушка, тар, верашкиш. Ужас, одик полно. Ой, дай вас това, кырджалом. Шве. Кошкем пигурес, ерпотчотонес, ну не шванес кырджас, как нама кырджаса покишком. Ой, таре, но обама колдышки заке, юлям, кто сад, пешуоцы не швева. Туж верашкиш, туж. А на дворе 30-е годы. Наиболее умные, талантливые люди стали пропадать. На слуху было страшное слово «ГУЛАГ». Лина Векшина узнала, Кузьба и Герда обвинили в организации подпольной контрреволюционной организации «Софин». По этому делу арестовали большую часть удмуртской интеллигенции, среди них и ее родной брат Иван. Его больше знали под писательским псевдонимом Айво Иви. А в феврале 1933 года пришли и за ней. Пытались обвинить в том, что она поддерживала связь с буржуазными националистами. Но следователей, конечно, больше интересовал Кузьба и Герд.